Суду непонятно. Подсудимый, у вас ответ непонятен. Вы стояли, смотрели, она потом вставала и опять упала. Она начала подниматься после падения, вот удара об унитаз и удара об пол. А чё ж вы не помогли тогда? Как вы стояли, смотрели все это время? Но я не все это время смотрел, я наблюдал. Вот, Ну, как вы наблюдали, вот она поднималась, ударилась об унитаз, потом об пол ударилась, потом опять встает, опять падает, вы стоите, да, и смотрите. после этого я помог. Вот я же вчера в показаниях. А в какой момент тогда пощечину нанесли? Это до, когда я зашел в туалет. Четко понимал, что главное вот, не навредить, не принести какой-то вред. Ну, это встроено просто, да, я понимаю, у меня не было ни цели, ни нанести ей какой-то вред здоровью, не было цели там причинить ей смерть или какой-то ущерб большой. Я четко понимал, что вот, у меня вот это чувство внутренней какой-то сдержанности, оно вот, осторожности в этом плане было, да, начеку я был. Вы были на чеку, говорите, да? Хорошо. А как понять, на чеку был? Наносили удары, и как понять, на чеку были? На чеку был. Ну, имеется в виду, я осознавал, что главное нельзя вот навредить ей, даже не причинить ей вред здоровью. Существенный. А что, по-вашему, существенный вред? Вроде бы все вчера наблюдали в зале судебного заседания, замах такой неплохой был ногой. Как это понять? Да, замах был действительно, как все видели, но при этом я осознавал, что я наношу этот пинок в область ягодицы и что он не причинит какой-то существенный ущерб здоровью. Почему не вызвали вовремя скорую? Вот вы говорите в своих показаниях, что я позвонил гадалке. Вот она была избита, лежала. Вы сами об этом говорите, что не вставала уже. Почему нельзя было позвонить сразу в скорую? Вы звоните гадалке, ждете там сколько-то часов. Объясните. Может быть, она, если бы вы позвонили в скорую, она бы сейчас была жива? Почему не позвонили в скорую сразу, а позвонили гадалке? Ну, вот это моя большая ошибка, я ничего не могу сказать, поэтому я вот ориентировался на слова этой ясновидящей, что вечером она проснется, отдохнет, до 36 часов могла, да, вот просто спать. Вот она понервничает, вот как-то в депрессию впадет, и вот она могла просто лечь и 24 часа, точно, вот просто спать. Я неоднократно это наблюдал. Почему вы, видя рану 2 сантиметра, идете и приносите салфетку, а не вызываете в это время скорую, либо сами бы отвезли к врачу, оказали помощь? Вопрос. Я хочу сказать, что она, она кровила, но было видно, что если ее протереть, она, оттуда не лилось там огромное количество крови и так далее. Да? Она кровила, но вот, протерев ее... Согласно экспертизе, она щелевидная. Я не знаю, это не что, царапина. я не знаю, что означает слово, как щелевидное связано с кровотечением, но я могу сказать, что кровотечение такого обильного, чтобы вот оно не останавливало стекло и надо было медицинскую помощь привлекать, такого не было. Это был такой маленький надрезик, он просто кровил. Он не был синяком, он не был в таком виде, как сейчас на фотографии. Вы сказали, что вы наносили там удары, 4 удара, да, с 2 сторон, и она падала пару раз об унитаз. Как вы можете это объяснить? Я так не говорил, во-первых. Прошу, Вы защитник. опять перепутали. Прошу, защитник. Уважаемый суд, прокурор опять неправильно интерпретирует заключение экспертизы. Я прочитала. 12-13 ударов там нет. 12-13, которые находятся в голове, это ссадины, кровоподтеки. Об этом я и спрашиваю. Вы говорите удары, Это невозможно удары. Вы же говорите передавать 12-13 ударов. Вы объясняете 4 удара. Я же правильно поняла ваш Вы меня вопрос? неправильно понимаете. Я вас правильно поняла ваш вопрос. Одну Согласно минуту. экспертизе. Одну минуту. Так, сторона обвинения. Вы изначально вопрос действительно неправильно задали в том плане, что... Уважаемый суд, по экспертизе указано, что 12-13 раз ссадины, кровопотеки, то есть, да, были нанесены 12-13 раз в голову. Но сам Бишимбаев в своих показаниях говорил
о том, что он нанес ей 4 раза, то есть там ладошкой рук с двух сторон, и также она 2 раза ударялась об унитаз. Вот как вот это вы можете пояснить? Вот это... Я не говорил, что она 2 раза ударился об унитаз. Я говорил о том, что это было падение по сложной траектории, она ударилась о Ну ребро вот. унитаза, а Я потом так же и ударилась о сказала. пол. Хорошо, То 2 есть раза отскочил. ударилась. Да, Один раз об унитаз, 1 раз да. об пол. Потом, правильно? когда она пыталась подниматься, она вот после этого падения уже в таком каком-то состоянии была, ну, нокдауна или вот немножко вот. В общем, она была слаба, и мышцы она плохо контролировала. Когда она пыталась подняться, она еще раз не удержала мышцы. Хорошо, уважаемый мышцы суд. торса. Ну, вы Тогда дайте мне уточню. ответить уже. Уточню, хорошо. Тогда вы... Сторона обвинения. Вот вы задаете вопрос. Дайте возможности выслушать присяжным заседателям ответ. Или вы уже ответ знаете, и присяжным заседателям не Нет, он нужен же ответ? ответил, что она... Он не Я завершил продолжаю ответ. Дайте присяжным Хорошо. заседателям выслушать ответ подсудимого. Я вчера показывал в своих показаниях, что поднимаясь, она не удержала мышцы торса, вот, ну, тела. Когда поднималась, еще раз потеряла равновесие и опять ударился в пол. После этого я уже помог ей подняться, она прислонилась к стене. И так полчаса я выходил за сигаретами. Я не знаю, как эксперт пришел к такой цифре. Я могу сказать только то, что я видел. Я видел, что она 5-6 раз падала, билась головой о пол. И с моей стороны, да, было 5-6 ударов ладошкой. Я говорил вчера, что в туалете, когда мы толкались, порвали рубашки, я дал ей 2 пощечины. И то, что было на видео, там тоже видно, что 4 удара ладонью я нанес